сожалению, читаю постоянно и взахлеб. Любовь, любовь. И мифы Древней Греции. О, я Лермонтова люблю. И все, что у него там написано. Якобы нам интернет все это заменил. На какого книжного персонажа вы похожи? Я думаю, что путешествие хоббита туда и обратно. Да, вечное приключение нахожу. 45-ю точку. Интересно, кстати, я думал, что это конфетки какие-то. Если вы хотели бы написать книгу, какой бы она была бы? Я, кстати, думал об этом, потому что есть много что рассказать. О пути, наверное, инженера в нашей стране с какими сложностями он сталкивается. Инженер здесь собирательный образ. Я себя, может быть, полностью к таковым не отношу. Но в любом случае это была бы автобиографическая книга. Лучшая книга, из которой всех кота вам подарили. Ну, я думаю, это в возрасте 17 лет. Она мне, конечно, не зашла тогда, но она была кем подарена? Она была подарена девушка, которую очень сильно любил. «Над пропастью во ржи», Селлинджер. Вот, помню. Хороший вопрос, кстати. Очень хороший вопрос. Ваш любимый книжный жанр? Я думаю, фантастика. Самая смешная книга в вашей жизни? У Паула Коэльо «11 минут». Посмеялся я над бытием нашим. О какой хорошей книге знает слишком мало людей. Вы знаете, мне кажется, вся наша классическая литература. Мы сюда можем целый ряд наших писателей и их повести, произведения. По одной простой причине. Я просто, когда думал ответить на этот вопрос, думал какую-то вспомнить. Да, так как я много занимаюсь технологией какой-то там. Книгу, которую 5 человек, может быть, в жизни прочитал, да, то, что им это нужно. Но это будет неправильно с точки зрения того, что нас мало читают, как мне кажется. Я, конечно, здесь вижу, что зал-то читально забит, но наша классическая литература. А сюда мы можем всех: Достоевский, Лермонтов, Пушкин. И ваш покорный слуга тут тоже, кстати. Сейчас не могу сказать, что, к сожалению, читаю постоянно и взахлеб. Книга, с которой вас связывает особая история. Вы знаете, наверное, тот же Селлинджер. Любовь, любовь, любовь. Книга, владением которым вы дорожите. Я думаю, это книги, которые мне подарил отец. В основном они про британскую рок-музыку, Джона Леннона, Битлов. Это оказало на меня в определенной степени влияние. Вот, наверное, вот эти будут. Последняя прочитанная книга, это, кажется, я как раз читал, я не точно скажу хронологию, это Клаус Шваба «Четвертая промышленная революция», либо «Путник невинности», это у нас написал Ричард Брэнсон, вот что-то из этого. И еще одну я прочитал, но, к сожалению, Чингис Айтматов. «И дольше века длится день». Это, кстати, во многом еще ответ на ваш вопрос, какую книгу прочитали там мало людей. Книга, которая изменила вашу жизнь. Вы знаете, наверное, мою жизнь больше меняли люди. Я к своему, наверное, стыду мало прям скажу, что какая-то книга изменила мою жизнь. Ну, может быть, ответила на какие-то вопросы, что-то объяснила. Я помню школьную программу о Генри. Вот о Генри. Почему-то мне так зашло это все. Вот это я помню. Это книга с самыми красивыми иллюстрациями. Ну, русские народные сказки. Вот помню, и мифы Древней Греции. О, это там были иллюстрации, да. Причем того советского издания. Книга, которая до сих пор лежит на полке. Роллинг Стоунс 50 лет рок-н-ролла. Вот просто я ее пролистал с точки зрения фотографии. Там же много что не читал. Лежит, надо брать. Ваша любимая книга? Пока, наверное, я думаю, Чингис Айтматов с его рассказом. На данный этап. Это же в один момент это был «Старик и море», ну вот это все, классика, да. Книги, которые вы терпеть не можете. Клаус Шваба «Четвертая промышленная революция». Прям вот вторжение было. Прям бесит меня все эти. Ваша любимая книга стихов? Я Лермонтова люблю. И все, что у него там написано. Бродского недавно начал читать. Подарок. Подарок от нашей библиотеки. Здорово. Книжная сумка. Шопер. Да. Класс. Для книг и для других хороших вещей. Спасибо большое. Самая страшная книга в вашей жизни? Гоголь Ви. Помню, и с другом читали.
А потом я даже как-то работал сторожем и смотрел фильмы, и это было страшно. Книгу, которую стоит прочитать несколько раз. Ты прочитал, ты ничего не понял, да, не вынес для себя. Опять же, надо ли что-то? Ну, наверное, все-таки мы читаем, чтобы сделать какие-то выводы, пропустить через себя. То есть не сделал, прочитай еще раз. Я вот так думаю. Вот, кстати, это касается Селлинджера. Может быть, сейчас в возрасте 35 лет надо перепрочитать. Ну, я могу сказать, что очень, во-первых, классная библиотека, грех сюда не ходить. Читать подобное я только видел в Европе, где можно послушать винил. Я вообще люблю вот эту очень атмосферу библиотек. Это то, чего не хватает, потому что якобы нам интернет все это заменил. Надо читать, чтобы постараться остаться в этой жизни человеком.